Уважаемые участники круглого стола, позвольте поприветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии. Сегодня мы собрались здесь, чтобы в очередной раз поговорить о Евразии и алтаизме, о практических шагах и проблемах на пути к нашему единству. Идея о необходимости широкой консолидации народов Евразии не нова. Об этом говорилось давно, многими и на разных площадках. Но в итоге мы перешли от слов к делу. Огромным достижением стало учреждение 27 мая 2017 года в Москве на первом съезде Ассамблеи народов Евразии Международного союза неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии. И сегодня мы с глубоким удовлетворением отмечаем многогранную деятельность данной организации, которая всего за прошедшие 2,5 года свое существование сумела реализовать ряд разноплановых и содержательных проектов. Ассамблея народов Евразии является прекрасным образцом общественной интеграционной модели. Принципы народной дипломатии, направленные на расширение и углубление контактов между людьми, молодежью и учеными наших стран, пусть медленно, но верно создают необходимую общественную базу для интенсификации процессов евразийской интеграции. Что касается притяжения Алтая, то оно никогда не покидало наши сердца. Несмотря на большие расстояния и различные исторические эпохи, наши народы хранят память о нашем общем алтайском происхождении и корнях. Первый международный форум алтайской цивилизации и родственные народы алтайской языковой семьи, проведенный 2 года назад в нашей республике, стал важной вехой и популяризации алтаизма и придал новый импульс научным исследованиям. Это мы наглядно видим в программе выступлений в рамках нашего сегодняшнего круглого стола. Мы преклоняемся перед памятью о нашем прошлом и строим наше будущее. Кыргызстан на протяжении последних лет стремится создавать новые форматы евразийского сотрудничества на основе общности истории и культуры. Наглядным примером являются Всемирные игры кочевников, инициатором проведения которых выступила Кыргызская республика. На страновом уровне их преемником стала Национальные игры кочевников, которые на прошлой неделе завершились в Таласской области. Для проведения игр кочевников в республике построены и будут продолжать строиться в будущем новые дороги, стадионы, ипподромы и другие спортивные сооружения. Вся эта инфраструктура затем служит во благо развития туризма в Кыргызстане, что является еще многим действенным фактором расширения сотрудничества наших стран и народов. Отмечу, что в Кыргызстане некоторые эксперты порой критично оценивают интеграционные процессы, иногда даже называя их мифом. Но мы видим, что развитие интеграционных процессов на пространстве Евразии активно подкрепляется взаимодействием лидеров наших стран и сотрудничеством государственных и местных органов власти, сотрудничеством государственных и местных органов власти, органов в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС. За последние десятилетия все крупные города СНГ стали городами-побратимами, что, несомненно, способствует укреплению сотрудничества между народами. Важная многоуровневая работа по развитию евразийского партнерства проводится в рамках межпарламентского сотрудничества. Особая роль в этом процессе принадлежит Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. При этом отмечу выдающуюся роль русского как языка межнационального общения, который, я уверен, всегда будет являться фактором, сближающим наши народы. На сегодняшний день интеграция является одной из общих мировых тенденций. В нее включены практически все государства, а страны, не входящие в интеграционные объединения, рискуют оказаться в роли аутсайдера мировой экономической системы. Как известно, интеграция осуществляется на 2 главных уровнях
глобальном и региональном. Региональная интеграция более привлекательна, потому что позволяет использовать преимущества глобализации, одновременно она ограничивает ее негативное влияние. При этом укрепление региональных связей позволяет многим странам противостоять негативному воздействию кризисных явлений мировой экономики. Текущие глобальные и региональные тренды, на мой взгляд, создают условия для всплеска интереса к алтаизму. В этих условиях алтаизм может стать основой для продвижения различных проектов сотрудничества в большом по территории и регионе. Средние и малые народы не имеют ресурсов для того, чтобы заниматься развитием своего пространства обитания, поэтому их интересы могут быть реализованы через эффективное экономическое взаимодействие России, Китая, Казахстана, Монголии и Киргизии. Следует отметить, что в практике интеграции различных объединений мира используются и различные модели сотрудничества. Это совместное развитие системообразующих отраслей экономики, развитие отраслей, представляющих интерес для всех стран, совместное развитие взаимодополняющих отраслей, совместное использование конкурентных преимуществ стран, совместное развитие импортозамещающих отраслей, совместное развитие инфраструктуры, использование единых или гармонизированных стандартов в различных сферах деятельности и другие. Учитывая растущее число региональных инициатив, в том числе со стороны Китая, думаю, необходимо не только сформулировать привлекательную идею, но и показать ее востребованность и эффективность. Концепция алтаизма, в отличие от других идей, имеет для ее реализации объективные исторические предпосылки и может стать практическим воплощением широкого спектра приоритетов развития для большой группы близких народов региона. Под эту идею, конечно же, необходимо подвести институциональную базу, может быть, запустить фонд алтаизма, проводить такие форумы, как сегодняшний, на ежегодной основе. Наша цель – осмыслить алтаизм в категориях рационального сотрудничества, нацеленного на извлечение реальных выгод и решение национальных задач развития каждого из населяющих ее народов. Следует подчеркнуть важность разработки идеологии алтайской интеграции, основанной не только на экономической прагматике, но и на общих духовных и культурных исторических корнях народов, когда-то населявших эти территории. Характер участия современной России в интеграционных процессах существенно отличается от практик прошлого. Руководство России обозначило курс на многополярность и сбалансированное сотрудничество с государствами Азии, хотя на практике все происходит неоднозначно. В ближайшие годы мировой порядок, который сложился за последние несколько десятилетий, неизбежно и существенно изменится. При этом ряд факторов благоприятствует интеграционным процессам. Среди них опыт новейшей глобализации, принесший не только рост мировой торговли, ВВП и внедрение технических новшеств в повседневный быт широких масс, но и дестабилизацию социально-политической обстановки, цветные революции, вооруженные конфликты. Этот кризис дал импульс поиску новых форматов сотрудничества. Фундаментальный аргумент в пользу алтайской и далее евразийской интеграции говорят не только исторические прецеденты, но и новейшие научные открытия. Так, метод ДНК генеалогии сегодня позволяет определить время образования тех или иных человеческих родов и прослеживать их мутации и миграции. Установлено, что род ариев появился примерно 22 тысячи лет назад в Южной Сибири. В начале третьего тысячелетия Европа пережила демографическую катастрофу, вызванную быстрым заселением Европы популяцией враждебных им родов. Выжившие представители рода ариев нашли спасение на русской равнине. Отсюда с конца третьего тысячелетия до нашей эры начались арийские миграции на Ближний Восток, в Южную Сибирь и Среднюю Азию, а оттуда в Индию и Иран. Генетическое родство с русскими прослеживается у таджиков, киргизов, алтайских и других народов.
Таким образом, североевразийская общность далеко не случайна и куда более долговечна, чем принято думать, поскольку она заложена общей родовой генетикой и насчитывает многие тысячелетия. История других регионов и укоренившихся в них родов народов также имеет свою генеалогию, ветви которой в эволюции пересекались, давая многие плодоносные результаты. Думая, что заложенный еще в древнем прошлом и устремленный в будущее алтайский мегапроект имеет хорошие перспективы. Речь идет о значительно большем, нежели конъюнктурное согласование экономических, политических интересов. Нам суждено продолжить общие славные истории, помня ее трагические уроки и не забывая ее великие свершения. На прагматичном языке это означает неустанные и целенаправленные совместные усилия по обеспечению процветания и устойчивого развития народов, всех жителей Евразии при соблюдении жизненно важных интересов всех стран-партнеров, уважении их национальной идентичности и идеалов. При этом подход стран к формированию алтайского проекта должен быть предельно прагматичен. Это означает ориентацию на создание условий для взаимовыгодного экономического процветания. Но подход должен быть и достаточно идеалистичным, исходить из примата идеального духовного над материальным, вечным, обязательности сохранения и умножения сложностей всех входящих в объединение народов, развитие многообразия образов и мировосприятия. Для каждой страны основой для возможного вхождения в алтайский проект должно стать четкое понимание того, какие ценности, компетенции, ресурсы и технологии должна восполнить интеграция. Очевидно, что интерес России к интеграционным процессам на пространстве Евразии является для нее жизненно важным. Анализ ее инициатив позволяет утверждать, что это важнейшая практическая задача ставить актуальную научно-прикладную проблему собирания субъектов российского развития. Уверен, что реализация России научно обоснованной политики на пространстве Евразии могла бы способствовать гармоничному развитию всех субъектов этого пространства. Потому что для России актуальна миссия инициатора интеграции Евразии на основаниях, отличных от рыночного эгоизма. Вместе с тем, целый ряд обстоятельств осложняет этот процесс. Достаточно указать на актуальность нахождения примирения между досоветским, советским и постсоветским прошлым. Динамика и последовательность реализации интеграционных мероприятий придала бы активное участие парламентов при утверждении программ, их календарного плана и персонально ответственных за их реализацию по аналогии Межпарламентской ассамблеи Евразес. Это стало бы весомым фактором его нацеленности на развитие интеграционных процессов. В настоящее время геополитическая самоидентификация большинства постсоветских республик зачастую строится на более или менее откровенном дистанцировании от Москвы как способе обретения подлинного суверенитета. Объективное ухудшение уровня и качества жизни граждан после развала СССР толкуется как последствия советской оккупации, эксплуатации республик Москвой, многовекового угнетения империи и тому подобными идеологиями. Чем глубже падение уровня жизни, чем более коррумпирована и менее эффективна национальная элита, тем больше националистической риторики. Известным событиям даются ложные объяснения, искажается история. Как показывает практика, ложные образы, искусственно битые сознание человека часто оказываются сильнее здравого смысла и рациональных соображений. К сожалению, развитие гуманитарной компоненты евразийской интеграции, включая межстрановые коммуникации, расширение культурных обменов, укрепление общего языкового и информационного пространства, находится на периферии внимания. По старинке считается, что развитие экономических связей само по себе сблизит государства и народы. Опыт показывает, что в эпоху становления и доминирования так называемых постматериалистических ценностей, идеология и культурные установки
оказываются подчас сильнее экономики и что они в состоянии подорвать экономические и политические связи. Новые поколения, входящие в активную фазу жизни без собственного опыта социализации СССР, относятся к идее реинтеграции довольно скептически или просто негативно. Во многих странах складывается ситуация фактически раскола геополитических предпочтений. Из этого следует необходимость разработки и продвижения в массовом сознании и в элитах идеологии интеграции, основанной не только на экономической прагматике, но и на общих духовных и культурных исторических корнях, общем образе будущего. И эта идеология должна обосновать преимущества жизни в едином экономическом пространстве и позитивно трактовать общие истории совместной жизни в рамках Золотой Орды, Российской империи и СССР. Тоже алтайской цивилизации. Необходимо доказывать, что только общими усилиями наши народы сумели построить великие цивилизации в прошлом, сохранить себя перед угрозами интервенции и внешнего порабощения, победить в войнах с общими врагами, обеспечить сравнительно достойную жизнь людям. Современная наука накопила немало данных, свидетельствующих об основополагающей роли народов алтайской цивилизации в развитии человечества. При этом ключевую роль в организации человечества играли империи, формировавшиеся на территории современной России и ее соседей. Актуализация этого многовекового исторического опыта необходима для построения фундамента прогрессивной и вдохновляющей идеологии. Вместе с тем, надо понимать, что опираться в идеологическом обеспечении интеграции только на исторический опыт крайне рискованно. В истории народа Евразии много такого, что не может рассматриваться как достижение, а для некоторых народов, очевидно, воспринимается как серьезная историческая травма. Исходя из этого, основной упор евразийской идеологии должен быть сделан на формировании общего привлекательного образа будущего. Гуманитарная компонент интеграции должна быть обогащена новыми амбициозными проектами и стратегическим видением будущего. Основоположник евразийской идеи Трубецкой еще в 1927 году, рассуждая о будущем СССР после предсказанного им краха коммунистической идеологии, отмечал, что основой нового объединения народов на постсоветском пространстве станет понимание общих интересов на основе многовековой истории и опыта совместной жизни в рамках единого государства. При этом он подчеркивал необходимость равенства всех народов в новом государственном образовании, а также указывал на угрозу национализма. При этом борьба с проявлением национализма потребует значительных усилий для правильного понимания истории, как основы формирования оптимистического образа, общего будущего народов и его совместного созидания. Заканчивая. Исходя из этого, необходимо совместно с партнером по Евразес разработать и реализовать программу научных исследований, культурно-просветительской деятельности, пропаганду общего духовного наследия, проведение общественно-массовых мероприятий, направленных на формирование и содержательное наполнение идеологии евразийской интеграции. Единение народов обширной территории Евразии является насущной необходимостью дальнейшего развития многоуровневой интеграции в новом ракурсе на основе рассмотрения основ культурной общности, объединяющей народы Южной и Восточной Сибири, Урала, Поволжья и Центральной Азии, привносит в этот процесс ту необходимую изюминку и специфику. Благодарю за внимание. Извиняюсь за отнимание времени, но так надо было. Спасибо за выступление, Николай Ильич. Спасибо огромное.